Казахстану стоит отказаться от легионеров. Ну, речь идет о спортсменах. С таким предложением выступил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Парижской Олимпиады. По мнению главы государства, натурализованные спортсмены занимают места, на которых могли быть наши казахстанские атлеты. Давайте послушаем, что еще предложил президент. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, где у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех. Здесь важен профессиональный тренерский подход. И его могут обеспечить наши казахские тренеры. Ну и кроме того, досталось от президента и спортивным функционерам. По словам Токаева, несмотря на то, что в стране практически вдвое увеличили расходы на спорт, результатов почти нет. А это, помимо всего прочего, говорит о коррупции. К слову, после выступления Токаева с критикой выступил и министр спорта. По словам Миремека Маржикпаева, например, сборная по теннису должна была принести как минимум 1 золото. Но, как все мы видели и знаем, не завоевала даже бронзу. Давайте послушаем теперь министра, который тоже подключился к общей критике. Откровенно разочаровала нас сборная по теннису. 6 лицензий, 5 спортсменов. В итоге из-за Лены, из-за Путинцевой мы потеряли, скажем так, лицензии, принимали участие, снялись. То есть нас не 80 было. Вы же понимаете, что в этом году даже у нас и лицензии, вернее, спортсменов было гораздо меньше. Были обязательства, 1 золотая медаль. Ну, ожидания нашего народа, населения, нас, болельщиков, конечно, не оправдали. Согласно принятым обязательствам, наши боксеры, вы все знаете, мы с каждой федерацией встречались, говорили, взяли обязательства: 1 золото, 1 серебро, 1 бронзу. Это я говорю по мужчинам. Фактически наша команда сборная завоевала 1 серебро. 2-е игры подряд спортсмены наши, боксеры, это самый медалоемкий вид спорта для нас. Они уже нас подводят, не завоевали ни 1 золотой медали. Это 10-е место, коллеги. Китай прорвался, Тайвань, Куба, Алжир, Ирландия. Раньше, может быть, многие, даже мы эти страны даже не знали в боксе. Видите, как сегодня получается. В общем, волна критики в адрес легионеров и спортивных наставников началась именно после Парижской Олимпиады. Напомню, с игр еще до начала снялись вот эти натурализованные теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Ничего смешного тут нет, извините, просто я как-то произнес неправильно. Девушки сослались на проблемы со здоровьем. Самое возмутительное, что потом оказалось, что они могут на других выступлениях коммерческих активно быть задействованы. Не оправдались золотые надежды казахстанцев и в легкой атлетике. Кенийская спортсменка, тоже натурализованная, Нора Джерута, финишировала лишь на 9-м месте. Впрочем, и спортсмены наши боксеры в этот раз выступили, мягко говоря, слабо. О том, поможет ли казахстанскому спорту отказ от легионеров, нужны ли нам иностранные тренеры, это самое главное, мы прямо сейчас поговорим с спортсменом, самое главное, атлетом, популяризатором, что такое я сегодня говорю, популяризатором спорта. В сложной конструкции просто выбираете. Слова, которые не можешь произносить, не произноси. В общем, генеральным директором Крида фитнес-клуб, тоже нашим постоянным, можно сказать, даже спортивным экспертом Валиханом Теном. Он уже с нами на связи. Валихан, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер, добрый вечер. Вы сегодня просто говорите совсем не по-спортивному умными словами. Выбирайте выражение попроще, будет проще. Да, вот сейчас буду проще. Я попроще буду вам выражать респект и уважуху. Потому что то, что фактически сказал президент Токаев, это ваши слова по поводу тренеров. Потому что мы за ситуацией внимательно следили, за публикациями многочисленными, а вы активный человек и один из немногих активистов, которые на самом деле болеют, ну это вот я респект и уважуху вам озвучиваю, болеет нашим спортом и переживает на самом деле. В общем, вы в одной из публикаций говорили о том, что нужны не легионеры, а нужны тренеры. И вот теперь вашими словами говорит, по сути, глава государства. В связи с этим у меня вопрос. Вы выступаете консультантом Аккорды. Это первый вопрос. И второй вопрос. А почему вы думаете, что этот план с привлечением тренеров будет эффективнее?
У нас просто другого выхода нет. Я надеюсь, что в Аккорде кто-то все-таки читает публикации, и колонки, и радио слушает, где я об этом все время говорил. Я говорил даже более глобально. Не говорил о тренерах, я говорил о специалистах. Дело в том, что Казахстан, к сожалению, пока наши учебные заведения не производят специалистов высокого уровня. Мы работаем по нашим старым совдеповским учебникам, я имею в виду мы, тренерский состав. Мы могли бы воспитать. То есть мы не стоим на месте, мы двигаемся, но мы двигаемся в плане воспитания чемпионов слишком медленно. Другие страны просто опережают нас на годы. И это говорит не только о знаниях в области физкультуры и спорта, но это говорит и отрасль медицины, и отрасль других каких-то инновационных разработок. Мы двигаемся, но слишком медленно. И то, что сказал президент на выступлении, когда поздравлял олимпийцев, ну, это нужно было сказать еще тогда, далеко, это еще когда Токио у нас закончилось. Вот тогда нужно было принимать меры. К сожалению, министры спорта, это руководители отрасли, слишком часто меняются. И они не успевают вносить какие-то директивы, даже если при условии, что эти директивы правильные, и реформы выбраны были правильно. До сегодняшнего министр просидел всего полгода. Он даже не понял, в чем суть вообще своей отрасли. Он подписал огромное количество документов, пришел новый министр, все заново все началось. У нас не хватает грамотных специалистов, а чемпионов мы растить умеем. Я всегда говорил, что мои слова, они подкреплены действительно реальными победами, реальным кейсом. Я руководитель Федерации триатлона в городе Алматы. Мы даже с других регионов не берем детишек. И вот мы поступательно 7 лет назад взяли 13-летних подростков с обычных общеобразовательных школ. И сегодня эти 20-летние подростки, ну уже взрослые там парни и девчонки, они чемпионы Азии, чемпионы Центральной Азии, победители Кубков Европы. Но мы привезли иностранных специалистов. При этом, к сожалению, за все эти 7 лет у нас не было помощи ни от государства, ни от комитета спорта. Я вот скажу, что я даже никогда и не встречался с ними. Все вот эти вот пафосные выступления сегодня вот министра спорта, когда он нагоняй дает. К сожалению, наш министр не понимает, что его задача не быть каким-то карательным органом. Его задача, как отраслевого руководителя, быть модератором. Он должен быть помогать. Мы свои ошибки, руководители федерации, и сами найдем и примем. Народ это все видит. А вот вы, уважаемые там, руководители отрасли, вы нам должны помогать. И вопрос сейчас даже не о финансах. А дело в том, что, например, руководители управления регионов не подотчетны даже Министерству спорта. Вот я об этом тоже много говорил. Это вторая проблема в том, что регионы распределяют бюджеты, которые даются акиматами в те или иные виды спорта вне зависимости от Министерства спорта, потому что министр не может там внести свои корректировки. Не нравится, например, акиму футбол, да, он большую часть бюджета от города отдаст на развитие футбола. И благо, если там детско-юношеский футбол, а если это клуб какой-нибудь. Ну, я сейчас не в обиду футболистам, я так, например, сказал, да. Вот. И, к сожалению, да, это приводит к тому, что руководители федерации хотят быстрых результатов, потому что от них их требуют, покупают готового легионера. Беспроигрышный вариант. Почему? Потому что фундамент у этого спортсмена есть, он уже прославился какими-то победами, он отсидел карантин, получил паспорт, все, 50/50. По крайней мере, мы видели, что они там что-то получают на международной арене. А возрастить нашего спортсмена не факт, что хватит квалификации у тренеров, не факт, что сам спортсмен не сломается, что у него хватит мотивации. Тут комплексная проблема. И когда я поднимал вопрос о покупке легионеров, а это было около 7 лет назад, я сказал, что это только первая проблема глобальная, которую нужно решить. Вторая проблема — это в нехватке специалистов. Я не буду сейчас говорить о соседних наших странах Центральной Азии, просто не хочу называть название этой страны. Дело в том, что они даже пошли еще шире, еще, наверное, так, целенаправленнее и дальновидней. Они привозят специалистов, это тренеры, методисты и так далее, спортивные врачи, спортивные психологи, и учат своих тренеров, своих методистов, своих психологов, понимаете? Чтобы не зависеть даже здесь от этого, не говоря о том, чтобы повышать уровень образования в учебных заведениях. У нас, к сожалению, из-за того, что вот нам галочку надо поставить, вот у нас так все быстро происходит. И даже выступление министра сегодня, мне так стыдно было, он сидел, отчитывал руководителей
руководителей каких-то, при этом он не имеет права это делать. Он так нехорошо отозвался о Катерине Шабалиной, которая на триатлоне, к сожалению, сошла на велоэтапе. У нее там получилась драка в воде. Вы знаете, что триатлонисты, когда плывут, они там немножко цепляются. И она нахлебалась там в сене воды, ей стало плохо. А он сегодня такие вещи сказал, что типа нужно до последнего, что Серик Сапиев, он с поломанной рукой Олимпиаду выиграл. Он не имеет права этого говорить. Не смейте вообще оскорблять и унижать спортсменов, потому что вы не знаете, как это им тяжело. И я знаю просто путь Катерины Шабалиной, как она пришла к этой лицензии. Этой лицензии у нас с постсоветского пространства не было по триатлону. К сожалению, отрасль считает себя каким-то карательным органом. Ни грамма помощи. А про коррупцию, к сожалению, можно говорить очень долго. И знаете, вот самое главное, когда мне стало немножко неприятно, когда я слушал сегодня выступление министра, дело в том, что после выступления на Олимпиаде он сначала похвалил же, сказал, вот мы сделали ошибки, работу над ошибками после Токио, и сейчас у нас чуть больше медалей. Он сначала же даже похвалил свою отрасль, пока президент, все карты не вскрыл и сказал, ребята, вы не позорьтесь уже. И у нас сразу все. Начали принимать карательные меры, начали всех хаять, грубо говоря. Не дай бы президент свою оценку, все бы сейчас схвалили, что мы красиво выступили на Олимпиаде по сравнению с Токийской Олимпиадой. К сожалению, это все показательно, это все шумиха. И вот то, что сейчас происходит, это тоже не работа над ошибками, потому что покричат, и все это закончится. Я, честно говоря, вот за 7 лет работы в федерациях, профессиональных федерациях, тоже опустил руки. И я решил для себя, что я последний год возглавляю федерацию. Я доведу наших ребят до Олимпиады. Но больше я с 25-го года официально говорю, что я не буду работать больше с официальной федерацией триатлона города Алматы. И не хочу работать с государственными органами в плане развития спорта. Но массовый спорт, как вы знаете, я всегда за это. И различные забеги, триатлоновские старты, это я всегда буду делать, потому что я хочу, чтобы у подросткового поколения не терялась надежда стать чемпионами. Но, к сожалению, с госорганами работать бесполезно. Ну, это грустная новость. Но все-таки, Валихан, вот скажите, вы как будто бы, не как будто бы, а на самом деле все правильно говорите, что нужен системный подход, что вот эта самая страна, мы ее сами назовем, Узбекистан, это страна, не такой секрет Полишинеля. Узбекистан это страна, где они пошли по другому пути, по пути структурных реформ и такого подхода нормального. Вы все правильно говорите насчет образования, да, там много вопросов к Академии спорта и туризма, по-моему, вы ее тоже закончили, да, это прекрасное заведение на улице. Один из вузов, да. Да, один из вузов на проспекте Абая в городе Алматы. У меня вопрос такой. Чтобы вот эти структурные изменения в стране произошли, что нужно сделать, чтобы не ждали быстрых результатов, чтобы отбить желание, что уже так не получится, чтобы сами чиновники были заинтересованы в структурных изменениях? Что-то можно сделать? Можно сделать. Нужно вообще переписать, вообще делать реформенные изменения, и это все должен сделать самый главный модератор, руководитель отрасли. Он это должен вместе с премьер-министром выбрать стратегию развития на ближайшие 4 года до Лос-Анджелеса. Соответственно, это должно комплексно быть понято всеми федерациями, которые есть республиканскими. Самое главное, их должны правильно выполнять все эти бизнес-процессы и задачи, которые поставят руководители федерации, управление спорта региона всех. И руководить этим всем должен отраслевой министр, со своим комитетом спорта. Вот как может быть такое, что за 7 лет меня, как представителя Алматинской федерации триатлона, я ни разу ни с кем не общался, ни с комитетом спорта, хотя я взрастил чемпионов Азии, да, ни одного причем, победителей Кубков Европы. Моего тренера никто никогда там даже не поздравил, спасибо не сказал. При этом мы вливаем частные деньги, я ищу спонсоров, я хожу к очень знаменитым бизнесменам города Алматы, слава богу, они меня любят и помогают. Почему вот такого нет? Вот так вот. Они раз в году собирают какой-то курултай, когда вот тревожный жаргон начинается, и все. А потом уже все как обычно. У нас через 2 месяца все забудется. То есть нужны глобальные реформы, которые подпишет премьер-министр, который отраслевой министр будет потом контролировать, включая региональные федерации и региональное управление спортом. И при этом 4 года, пока Лос-Анджелесская Олимпиада не пройдет, министра не менять. Потому что я знаю,
вот сегодняшний министр, он так красиво все горцует, громко говорит, только потому, что через год-полтора его не будет. Он уже не будет отвечать за то, что он сегодня делает. Как и предыдущие министры. Никто никогда ничего не повлек за собой. А вот сегодняшнее выступление было огорчено еще и тем, что он там отчитывал главных тренеров. Да, ребят, в смысле, главные тренера, они, может быть, и виноваты, дайте им инструменты. Они просто физически не могут. Это не значит, что они где-то сидят, отдыхают и бамбук курят. А вот он сегодня всех отчитал. Ты плохой, Луценко не доехал и все такое. Вот хаять любой может. У нас половина диванных экспертов. А вот сказать, как это сделать, он слова не сказал, как выровнять эту ситуацию. Зачем он тогда нужен? Мы тоже, да, Анна, внимательно следили смотрели вот это выступление прекрасного министра. Абсолютно по-чиновничьи он вел себя. Во-первых, он не знает, уберут его сейчас после Парижа или не уберут. По чиновничьей астанинской логике это самое правильное сейчас. Выбрать крайних. Не себя причем. Да, где-то по-хамски переводить стрелки. Потому что так или иначе будет принято решение, или оставят тебя, значит, ты правильно повел себя, занял такую немножко брутальную позицию. А если уберут, тут тоже надо было перевести стрелки, это все равно не я виноват. То есть он действует, как действует любой классический чиновник. Временщик, как и, к сожалению, и вот, к сожалению, главные тренеры, которые сегодня там были, они даже в ответ сказать ничего не могут. Они потому что госслужащие. Я могу сказать в ответ. Хотя я возглавляю официальную федерацию, которая олимпийского вида спорта, но я копейки не беру от них, потому что у меня частные спонсоры, это большие компании, банки и так далее, страховые компании. Вот я ему бы в ответ это все сказал. Но, к сожалению, таких, как я, они не приглашают на такие курултаи. Правду услышать для них тяжело. Он 100% знал, что ни один из тех, он Карпова там очень сильно читал, ты главный тренер по легкой атлетике. Он знает точно, хотя он уважаемый человек, он олимпийский призер. Я гордился, что я с ним был знаком. Они ему в ответ слова даже сказать не могут. Хотя они должны сказать. И парадоксально, что на таких собраниях, на таких больших, нужно работать над ошибками. То, что где-то кто-то чего-то не доделал, это и сами все поймут. Да это и народ уже сказал всем давно порядок. И спортсмены даже поняли, не говоря уже о тренерах. Вы скажите, как мы будем дальше действовать. И это все было показушно, страшно, некрасиво и неправильно. И самое главное, это никуда не уходит, никуда не приведет. Реформа нужна, начиная от решения премьер-министра, то есть это должны быть такие глобальные правительственные решения. Вот как, не знаю, как АЧС с паводками было, правительство решило обратиться за помощью большим бизнесменам. И все это расписали, кто какую область закрывает, кто где помогает. Вот здесь то же самое. У нас большое ЧП. Уже нужно признать, что у нас ЧП, у нас чрезвычайное происшествие в области спорта. Мы скатились уже в никуда. При этом денег выделяют, действительно, отдать должное президенту, он не жалеет на это денег. Но, к сожалению, реформы, которые были приняты, я даже не помню, каким министром, потому что они вот так часто-часто меняются, они увели не туда, и следующий министр уже их не так понимал, понимаете? А сегодняшний вообще не понимает, где он находится, судя по тому, как он сегодня выступал. И не меняйте министров, дайте премьер-министру поставить задачу, распишите все бизнес-процессы относительно всех федераций республиканских, региональных, и пусть будет управление с региональными управлениями спорта то же самое. Каждое управление с региональных городов, он же как такой маленький бай. К нему уже не добиться, не достучаться. Я знаю 4 только в республике, которые более-менее адекватны, руководители управления спортом. Ко всем остальным просто не добиться. Они считают, что они какие-то воры в законе, мафиози, чтобы к ним на поклон прийти и что-то выпросить. Это к сожалению, правда жизни. Да, понятно. Такая печальная правда жизни, и еще печально то, что вы все-таки уходите от этой общественной деятельности, по сути, да, из федерации. Для вас это была общественная деятельность. А мне интересно, как человеку далекому от спорта, если все-таки реформу какую-то некую примут, какую-то концепцию, стратегию на ближайшие годы, и тренеров, и, как вы сказали, в широком смысле специалистов пригласят, там же нужно какие-то годы, чтобы, обучить, взрастить кадры новые. К следующей Олимпиаде что-нибудь успеем? До Лос-Анджелеса успеем. Допустим, такое допущение, оптимистическое допущение, что завтра все меняется. А мы успеем? 4 года — это какой цикл? Хватит времени?
Конечно, конечно, абсолютно. Знаете, у нас есть сейчас огромное количество подростков, да, которые являются там уже в национальной сборной, да, вот, и они очень талантливые. И причем во всех видах спорта. Вот во всех видах спорта. Дайте им хороших методистов, дайте им хороших тренеров, дайте им хорошие условия для тренировок. И они в Лос-Анджелесе так стрельнут. Вы что думаете, наши боксеры действительно слабые? Да нет. Они просто тренировались не по той методике. Ну, потому что наши тренеры были обучены в Советском Союзе. Понимаете? Ну, или отвезти наших тренеров куда-нибудь там за границу и там проштудировать их. Просто у нас старые методики. Если бы мы жили в те же времена, мы бы опять же стали чемпионами. Но просто другие быстрее идут. Мы не стали хуже, мы даже стали лучше, но слишком медленно. У нас темпы не те. Уровень технического прогресса растет просто ежеминутно в мире, а мы идем, знаете, годами. Но если сейчас, после слов президента, к сожалению, у нас не всегда президент, когда скажет и все правильно выполняет, видите, вот уже министр спорта не так его услышал, он просто там нагоняет дал. Но если вдруг, как вы говорите, при всех равных хороших условиях услышит, начнут правильно действовать, 4 года достаточно времени. По крайней мере, я своих спортсменов из Алматы триатлона точно доведу до Олимпиады. И даже учитывая то, что я уйду официально, я просто не хочу работать с управлением спортом города Алматы, не хочу работать с комитетом спорта, потому что я их не вижу вообще в принципе. Министр спорта — это вообще какой-то недосягаемый бог какой-то для нас. Как можно было, что вот мы взрастили 2 чемпионов Азии, 2-кратных, 2 победителей Кубков Европы, ни я, ни мой тренер, который у меня работает, ни мои методисты, никакого контакта не имели вообще ни с кем. Даже с руководителем Республиканской Федерации триатлона. Это парадокс. Мы живем своей жизнью, а я уверен, что кто-то там получает какие-то награды. Благо, что у меня есть уважение среди бизнесменов, и они не просто вот безвозмездно какие-то субсидии. Это важные слова. Мне кажется, там не только методики советские, там и вот это чиновничье чванство, оно абсолютно советское. Они же чванливые и высокомерные. Мне кажется, еще очень важные слова, о чем говорит Валихан, они обусловлены тем, что Валихан из коммерческого сектора. Вы извините, что я так говорю, но вы же занимаетесь коммерческим спортом. Да, коммерческим сектором Валихан руководитель одного из самых успешных и самых известных, да, фитнес-центров. И это важный момент, что спорт сейчас это наука, и спорт это бизнес. И значит, он должен действовать по бизнес-технологиям и по современным научным технологиям. Ну вот это то же самое, что, я не знаю, там продажи или производство айфонов. Ну, вот как-то примитивно, но так же. Абсолютно с вами согласен. Сегодняшний современный спорт — это комплекс бизнес-процессов, которые должны быть прописаны, которые должны четко выполняться. А когда говорят еще, что международные турниры, в том числе Олимпиада, это не политика, это полностью политика, потому что страны показывают, как развивается у них экономика, как развивается у них медицина, как развивается у них инфраструктура. Да, очень много отраслей показывают, как развивается. И это все можно видеть на Олимпиаде. Мы, к сожалению, можем показать только сколько у нас нефтедолларов, потому что у нас выступают там легкоатлеты из Кении и так далее. Да? Ну, это или российские теннисисты. Да даже их винить нельзя, понимаете? Они спортсмены, они выживают как могут. Вот. И спорт — это политика, спорт — это бизнес-процессы, и это действительно бизнес. Уже пора это принять, понять и жить по этим правилам. А не так вот, как это было, например, в постсоветском пространстве или в Советском Союзе. Спасибо, Валихан. Тут еще одна, извините, последнее, что скажу. Аналогия возникла в голове. Если спорт — это олицетворение развития государства, то вот многие говорят, что в промышленности главным показателем развития государства является автомобилестроение. Ну вот крутая машина — это показатель. И у нас же и там тоже примерно похожее. Ну, возят какие-то машины, называют их казахстанскими, потому что колеса прикрутили. Это же по сути, те же натурализованные спортсмены, это тоже обман, но кого обманываем? Сами себя обманываем. Это не казахстанские автомобили, которым прикручивают двигатели или там колеса, а путь создания автомобиля, он другой немножко. Ну, это, знаете, это можно даже еще шире поставить. Например, мы страна, у которых все есть ресурсы, которые есть там в таблице Менделеева. Но мы их даже обработать не можем. Вот сейчас мы говорим там о постройке АЭС, а как мы будем сами обрабатывать уран, если даже не мы уран этот обрабатываем, его надо обогащать, а у нас там с помощью отщелачивания, но это самое примитивное, что делается. Да мы его обработать даже не сможем, не то что там управлять. Или, например, мы закупаем газ у наших там северных соседей, хотя сами являемся основными там
пользователями таких ресурсов. Ну, это в любую отрасль так копни. Я просто сам еще и технический университет закончил. Да, мы К сожалению, я сильно не расстраиваюсь в области спорта, потому что я понимаю, если бы другие отрасли развивались бы быстрее, красивее и мощнее, я бы, может быть, еще раньше бы даже руки Вы же энергетически закончили. Мы вашу биографию внимательно изучали, да, мы знаем. Да, спасибо большое. Да, и, к сожалению, да, у нас мы везде в этом проседаем, потому что неправильно выполняются директивы президента. Он говорит правильно. У нас исполнение страдает. К сожалению. Не хватает грамотных исполнителей, которые бы понимали всю суть. Видите, вот мы можем по-разному трактовать его слова. Я услышал слова президента по одному. Министр спорта услышал совсем по-другому. К сожалению, понимаете, не так, как нужно. Понятно. Ну, будем надеяться, что все-таки вся та энергия, которую мы вот как-то передаем в эфире, она, возымеет какое-то действие, кто-то услышит. Спасибо, Валихан. Напомню, с нами на связи был спортивный эксперт, популяризатор спорта, директор Крида фитнес-клуб Валихан Тен. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всем здоровья. И самое главное, нужно надеяться. У нас очень талантливые ребята, мальчишки, девчонки. Я уверен, что медалисты у нас будут вопреки всему, вопреки чванству чиновников, потому что талант он такой, он пробьется все равно. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.